Министр окружающей среды Республики Молдова прибыла сегодня с рабочим визитом в Гагаузию. Цель ее приезда – решение проблемы вывоза пестицидов с юга Молдовы и очистка водных каналов. У нас идут переговоры по развитию большого проекта по обеспечению воды из реки Прут именно на юге республики. И Гагаузия будет включена в этом проекте. И, естественно, это намного изменит ситуацию. Визит министра сопровождался конкретными действиями. К примеру, сейчас идет совещание по вывозу пестицидов. В короткий промежуток времени они будут вывезены с территории автономии. Первый этап. Второй этап уже на будущий год приступит. Это имеется в виду и Чешмекейский могильник. Но основные работы будут сделаны в этом году. Примары рассказали о существующих проблемах в населенных пунктах и предлагали пути их решения. Есть проекты, все документы готовы, поданы в экологии на 36 миллионов лей. Вопрос водоснабжения Кангашчика. Все документы есть, но мы как бы не видим какого-либо продвижения. Хотелось бы, чтобы этот вопрос продвинулся. Дело в том, что близ расположенных улицах в течение 2-3 лет человек 10-15 умерли от рака. Когда мы начали обследовать воду с ближайших колодцев, там выяснилось, что в колодцах букет пестицидов. Госпожа Цапиш, выслушав всех выступающих, отметила, что в первую очередь из Гагаузии будут вывозиться пестициды из тех мест, где существуют стихийные мусоросвалки и склады ядохимикатов вблизи населенных пунктов. Конечно, мы себе поставили как цели вывоз поэтапно. Первый этап это будет вывоз жидких отходов. И второй этап у нас твердых отходов, очистка тех территорий и вывоз тех строительных или этих складов, где непосредственно хранились ядохимикаты, потому что это также является большим источником загрязнения окружающей среды и влияет негативно на здоровье людей. В Гагаузской автономии на данный момент имеется 37 тонн пестицидов. Большинство из них находятся в селе Гайдары Чедерлунского района, в селе Кангас Камрадского района, в поселке Буджак, в селе Баурчи и в Чешмекиой. Вывоз пестицидов начнется в ближайшее время и продолжится очисткой территорий, водных каналов и восстановлением лесополос, заявила министр.